Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько. Я ученик школы-гимназии имени Нишанова, моя учительница Багдагуль Эркебайна. Я прочитал книгу «Дракончик по имени Эгги». Авторы этой книги Хейди и Дэниел Ховард. Эгги появился на свет, когда треснулись яйца. И его брат Энсон обладал невероятным силам, острым зрением. Когда он дул, он смог разглядеть 100 метров муху. Легонько дунув на сбить ее в полете потока воздуха, при этом муха оставалась целым и невредимым. Его сестра бегала по земле. Его Фелисия была очень быстрая. Она быстро бегала по земле и быстро летала. И еще был брат Гео. Он был очень высоким, как его папа. Он думал, что он невероятный. И он хотел, чтобы все люди думали, что он невероятный. Эгги отличался от братьев и сестры. Он был маленьким своим именем. Он думал, что он чужой. «Ты невероятный», — сказала мама. Эгги отличался от братьев и сестры. Братья и сестра смеялись над Эгги. Эгги на английский переводится яйцо. Английского переводится яйцо. «Ты невероятный», — сказала ее мама. Ему мама: «Ты особенный. Ты появился на свет невероятным образом», — сказала мама. «Ты особенный», — сказала мама. И объяснив 3 раза мама к Эгги все равно чувствовал себя чужим. От имя Эгги все равно чувствовал себя другим драконом. Это имя не делало его невероятным. «Ты когда-нибудь пытался извергать пламя?» — сказал его дедушка. Его дедушка: «Мой дар. Мог мой дар идти к тебе. Пробуй», — предложил он. Но Эгги сумел только лишь извергать небольшое дыма. Эгги хотел стать сильным, и его друзья помогли ему тянуть канат. Он был могучим драконом. Было бы очевидно, что он маленький, и он не мог летать. Он хотел, чтобы он стал сильным. Однажды дракон пошел в лес, в реку, чтобы там было тихо и спокойно. Он смотрел на птичек, как они летают, и как бобры валят деревья, и как маленькие муравьи носят большие листья. Когда уставший Эгги уснул, его разбудил жуткий шум. Когда он оглянулся, все бегали, крича, спасая. Когда он он посмотрел в лес, там было очень пожар был, и он не мог смотреть на него и позовет свою семью. Эгги позвал свою семью. Эгги бросился позвать свою семью, и потом, но дедушка мог извергать пламя, но не мог тушить. Когда его мама делала воздухом свою крылью, своим хвостом делала, чтобы потушить ее, но по-любому огонь горел. Но и папа был высоким, но и не достал до земли.
Вдруг что-то произошло внутри у Эгги. Стало что-то меняться. Он почувствовал это в задних лапы. Когда Эгги взглянул на свои лапы, у него произошло, его перехватило дыхание. Эгги сделал громкий рык, и изо рта вышел очень холодный холод, и он потушил пожар. Когда Эгги потушил пожар, со всех сторон лесные животные бегали к Эгги и обнимали его за то, что он потушил пожар. И так закончилась история про Эгги. Рассказ про Эгги рассказал вам 2 Б класса школы гимназии Мишанова Абдукадыров Бексултан.